22 февраля свой 45-й день рождения отмечает поселок Беркакит Нерюнгринского района. Указом Президиума Верховного Совета Якутской ССР в 1977 году Беркакиту был присвоен статус рабочего поселка. Чем и как сегодня живет поселок первостроителей, узнавала Тамара Игнатьева. Владимир Николаевич с 7:30 утра уже на работе. Закончит он трудиться в 9 вечера. Добрынин – человек советской закалки. Несмотря на свой немолодой возраст, 69 лет, энергичен и выглядит бодро. Избран главой поселка на 2-й срок. Работает на этом посту вот уже 10-й год. Единственный поселок в России, который в 2019 году выполнил программу по переселению своих жителей. Мы переселили своих жителей в дома каменной застройки. И на сегодняшний день у нас ни одна семья не проживает в домах деревянной застройки. А это все-таки мы снесли 73 деревянных дома. И действительно, за последнее время в поселке проделана очень большая работа. Отремонтированы дороги, практически все дворы имеют парковочные места для автомобилей, установлены новые лифты. Здесь тихо, спокойно, вежливый народ, люди приветствуются, приветствуют, как говорится. Ну так все очень хорошо. Мне очень нравится свой поселок, потому что он маленький, уютный, и можно найти своих друзей и много очень площадок. Родители наши приезжие, создали здесь нашу семью. Мы здесь родились, и мы продолжаем свой род здесь, в Беркаките. Но есть, конечно же, и болевые точки, которые предстоит решить. Это строительство линии электропередач, так как на сегодня поселок запитан только от одной линии. А самой острой проблемой беркакитцев является истощение очистных сооружений, которые имеют небольшую мощность. Рассчитан на 4000 кубов. На сегодняшний день они работают где-то в пределах 750-800 кубов. При нашей численности населения 3521 человек. И мы вышли на главу республики, тоже письмо подготовили о том, чтобы и председатель правительства приезжал к нам, мы с ним обговаривали, чтобы наши очистные сооружения нам сегодня не нужны такие. Нам нужно где-то в пределах 750-800 кубов. Строить поселок и железную дорогу ехали комсомольские бригады из Белоруссии, Украины, Москвы, Кузбасса и Якутии. Сегодня в Беркаките проживает более 200 первостроителей. За 45 лет они внесли огромный вклад в развитие поселка. И сейчас среди бывших комсомольцев есть неутомимые бойцы, которые активно участвуют в жизни поселка. Я с этой администрацией 8 лет работаю, и взаимодействие отлично. Нет таких вопросов, которые не разрешаются администрацией. Единственное, что у них нет возможности, это с собаками, потому что в его компетенцию это не входит. Он не может это решить. Мы составляли это письмо, писали Владимиру Владимировичу Путину. Все мероприятия к празднованиям прошли в дистанционном формате. Поселок в соцсетях поздравили как официальные лица, так и сами беркакитцы. Пусть в их домах всегда горит свет, царят тепло и уют, а сам поселок живет еще много-много лет. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри.